Маш долго сахам сырнокос. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Так, мы будем готовиться сегодня к встрече гостей. Значит, я хочу замариновать баранью ногу и индейку. Индейка у меня где-то килограммов 7,5, по-моему. Баранью ножку, правда, я еще не взвешивала. Килограмма 3, наверное, не больше. Так, все заставила впереди. Ничего не видно. Так, с бараньей ноги немножечко мы снимем жир, лишний жир. Не весь, но лишний снимем, чтобы его не было так много. Так, ну, как я мариную баранью ногу, много раз здесь на канале. Так. Так. Попробуем вырезать лимфоузел, который находится здесь. Дай мой маленький нож. Вот он, лимфоузел. Вот. Даже этим ножом больше нельзя касаться мяса, которым мы резали лимфоузел, потому что будет запах баранины. Лимфоузел находится вот, видите, вот где сгиб ноги. Вот здесь вот примерно. Вот. Его желательно удалить, если вы не хотите, чтобы мясо пахло прям вот очень сильно бараниной. Так, нож я помыла. Теперь сделаем просто надрезы, как всегда. И засунем чесночок. Ну, как все, как всегда. Иногда я сюда даже сливочное масло кладу. Иногда свой бараний жир туда кладу, в эти дырочки. Со сливочным маслом очень вкусно получается. Но сегодня я не буду этого делать, хотя можно было бы. Тут этот надрез совершенно не мешает, так что не беспокойтесь, что там большой надрез. Вот. Мы, наверное, вот это вот срубим. Так, растительное масло. Одну-две ложки. Так. Так, и все тщательно перемешаем. Ну, масло, наверное, еще немножко добавлю. Да, сейчас добавлю приправу для баранины. Тут у меня учитель сидит, подсказывает. Больше не надо. Соевый не надо, но нужно добавить немножечко. Так, сейчас одену перчатки, а то у меня руки все в ранах, уже соль в ранах. И потихонечку, действительно, друзья, привыкла я и в перчатках что-то делать. Раньше вообще их не признавала. Но сейчас хоть в огороде вожусь в перчатках. Так, перец. Приправа для баранины, да? Ну, обычно мы не добавляем, аджику добавляем. Просто сегодня нет аджики. Приправа для баранины вот такая вот. А так можете и не добавлять. Просто соль
перец, красный перец или чесночный перец, или сухой чеснок. Одно из двух лишь бы было. Слишком много тоже не очень-то хорошо есть. Есть не очень хорошо, да? Так, все. Наверное. Так, и спрашивали у меня, где мы покупаем сухую аджику. Друзья, мы покупаем, ну вот где я покупаю упаковку. Там у них и перец, и все-все-все есть. И чесночный перец, и чеснок сухой, и приправа, и аджика, все у них. Ну, а так вы, в принципе, можно, наверное, в любом рынке, да, на любом рынке купить. Обычно продают приправу. Порезала перчатку. Острая косточка очень. Прям такая косточка острая торчит. Где специи продают обычно? Вот там купить можно. Так, и много идут комментариев насчет там рукавов, насчет косынки, неудобно, удобно. Друзья, я же могу закатать рукава, когда меня не видит, ну, или на экране, или не видит посторонний мужчина, поэтому я могу их закатать. Вообще вот последнее время, на этой неделе две, когда было очень жарко, я купила даже платье себе, короткие платья, и с коротким рукавом, чтобы было проще работать. Потому что когда меня никто не видит, я это себе могу позволить перед своими сыновьями, и я могу это себе позволить. Поэтому я работала так, потому что было очень жарко и, конечно, неудобно. И в длинных рукавах, и повязанной косынкой. Но на данный момент вы знаете, что я газ плиты вынесла. Одна там стояла, вторую тоже вынесла. Поэтому тут на кухне не жарко пока. Но, конечно, в жару бывает очень даже жарко, душно. Поэтому приходится так. Ну, а когда к таксистам выхожу, что-то накидываю. Ну, есть же специальные, которые раз быстро одел, не косынка, как они называются, хиджабы. Так, сюда апельсин я добавлять не буду, да? Баранину не будем добавлять. Можно, по идее, можно. И мед я не добавила. Мед надо будет? Не надо будет. И сюда и мед я не буду добавлять. Вот в индейку мы добавим мед. Все. Теперь это завернем в фольгу. Так, ну все. И я до завтра его заверну в фольгу. Так, ты фольгу развернула, нет? Пока завернем до завтра фольгу, поставим в холодильник. А уже завтра будем выпекать. Так, теперь быстро замаринуем индейку. Без горки 2 столовые ложки соли, наверное, да, вот примерно хватит на эти 7 килограмм. Так, ну и то же самое. Чесночный перец, чайная ложка. Сухой чеснок немножко тоже добавим. Тоже чайная ложка. Острый перец. Перепачкала все баночки. Тоже чайная ложка. Кориандр. Так, и паприку тоже ложки 2. Горчица. 2-3 не надо будет, нет? 3. Горчицу добавим, мед добавим. Так, чайная ложка горчицы. Может, кавказских трав добавить? Как Может. ты думаешь? Она идет к ней. Кориандр. У нас так, вы знаете, по настроению. Не всегда один и тот же маринад мы готовим. Когда как? Когда так, когда так. Надо же. Нет, я вообще говорю.
Сейчас покажем на данный момент, что мы делаем. Кориандр. Немножко так кориандр добавлю, много не хочу. Кориандр идет курица, индейки. Вот так вот. На кончике чайной ложки. Много не хочу. Кориандра. Так, меда тоже много добавлять Приправу добавь. не буду. Какую приправу? Букет. А? Букет. А, сейчас. Ну так, полную чайную ложку. Что вам? Орган. Так, букет кавказских трав. Надолго хватает. Как давно она у меня, да? Так, соевый же не добавляла я? Нет. В этой бутылке соевый более нежный. А? В этой упаковке соевый соус более нежный привкус. Не соленый. Не очень соленый, да? Так, и растительное масло тоже. 3. И сок лимона сюда мы добавим. Апельсин. Ой, апельсина, да. Для пикантности. Для пикантности. И индейку я хочу запечь целиком. Можно, конечно, сделать и начинку, но я не хочу, просто. И, наверное, апельсин я только половинку добавлю, это дело. Во всем должна быть мера. Ну, что вкусно перебить. М? Вкусно перебить. Так. Так, и хочу немножко добавить, у меня соус чили. Можно любой другой кисло-сладкий соус добавить. Тоже немножко для пикантности. Столовую ложку, наверное, он очень острый. Так, и будем обмазывать. Сначала я Сан снимать.
Так, ну что, друзья, индейка наша замаринована. И сейчас мы ее будем выпекать. Так, сначала, видите, у меня здесь фольга, но прежде чем положить фольгу, я обязательно ее заверну в пергаментную бумагу. В несколько слоев даже нужно завернуть. И индейка наша пойдет на стол гостям сегодня. Сегодня мариную индейку в целом виде уже по другому рецепту. Будем мариновать. К сожалению, мы уже положили ее, но ничего тут такого нет. Значит, это индейка. По весу не будем говорить, потому что мы не взвешивали. Тут вода. На 20 литров воды 5 столовых ложек с горкой соли. Значит, из специй у нас тут душистый перец, горошком перец, смесь горошком перцев тоже, немножко зиры, 2 стакана 9% уксуса на этот объем. Если я не забуду, поставлю в описании. И эта индейка у нас мариновалась с ночи. Вот ночь постояла, сейчас где-то 10 утра. Мы ее сейчас будем дальше домариновывать, можно сказать. Просто сейчас она налилась, можно сказать, будет очень сочной должна быть. Ну что, теперь будем дальше продолжать мариновать нашу индеечку. Так, я отрезала эти кусочки. Шея. Шею я замариную, конечно, пожарю. Так, короче, вынули мы ее из воды с уксусом. Дали немножко стечь в воде. И теперь будем мариновать. Так, маринад. Это, в принципе, авторский рецепт. Маринад наш с Танзилой. Ну, сколько? Наверное, где-то 4-5 ложек майонеза. 2 луковицы, перетертые через терку. Ну, где-то такая небольшая полностью 5 зубчиков чеснока, короче говоря. 5-6 зубчиков чеснока. Небольшая головка, хотела сказать. Так, дальше. 2 ложки соли примерно. Хотя у нас индейка и соленая, но все равно соль нужна. 2 чайные ложки соли. Так. Можно добавить адыгейскую соль. К сожалению, мы ее никак не приобретем. Такую хорошую чайную ложку красного жгучего перца. В принципе, можно даже еще чуть-чуть. И паприки. Вот такие хорошие, тоже с горкой, 2 чайные ложки. Все это тщательно перемешать. Так, маринад наш подготовлен. Теперь подготовим немножечко еще и индейку. Значит, делаем несколько проколов. Прям до конца хорошие проколы в грудке, чтобы наш маринад, когда она будет жариться, проходил в эту грудку и вкусы там тоже были внутри. Также и в ножки. А шпажкой, чтобы... Ну, я не люблю большие надрезы. Чтобы не было надрезов, чтобы индейка была целая. И теперь тщательно сначала мы сделаем все это изнутри. Так, и не добавлено у нас сюда. Вот так вот еще добавим приправу для курицы. Можно добавить аджику, грузинскую, абхазскую, какую хотите. Можно для индейки приправу специально. А? Приправа для индейки есть специально. Да, есть специальная индейка, ой, приправа для индейки. Можно какие-то травы добавить. Кто как любит. Это все, девочки, сами делайте для себя маринады. Основная база есть. А остальное можно самим
по своему вкусу. Кто как хочет, какой аромат. Может быть, кто-то любит прованские травы, кто-то любит итальянские травы, кто-то любит кавказские травы. Может быть, мы добавим кавказские травы? Добавь чуть. Или просто, если адыгейская соль, то ничего не надо добавлять. Там есть все травы. И все вкусы. Вот все. Ну вот, добавим вот такие вот кавказские травы немножко. Так как у нас нет адыгейской соли. Все. Теперь начнем сначала изнутри. И тщательно ее вот так вот промажем. А теперь уже снаружи. Так, ну вот, друзья, замариновали мы нашу индейку в нескольких, как вы видели, в несколько слоев замотали пергаментом, фольгой. И теперь именно наша индейка будет лежать до вечера. А так можно и до следующего дня. Вот, нам ее нужно уже вечером пожарить. Дальше будем показывать, что мы будем с ней делать. И потом, как я сказала, посмотрим, какая индейка была вкуснее. Первая или вторая? Так, девочки, друзья, ну вот, вынули мы нашу индеечку. Вот такая она у нас получилась. Прекрасно запеклась. Мы сейчас ее будем оформлять. Так, ну и вот, девочки, оформила я, как смогла, индейку нашу. Как видите, помогли мне цветочки из огорода. Тархун, руккола моя собственная, василечек, который, базилик, который вырос. Вот, можно сказать, такие вот мини вот, как бы микрозелень у меня выросла. Бутончики моих роз, руккола, мята. Все из своего огорода, цветочки разные. Вот так. Надеюсь, вам понравилось мое оформление. Прекрасно все пропеклось. Все.